Здравствуйте! Тема нашей сегодняшней лекции – этнодемографическая история Гудауты с конца XIX века по настоящее время. Данная лекция представляет собой краткую выжимку, своеобразное резюме первой главы моей монографии «Этнодемографические процессы в Гудауте. Конец XIX – начало XXI века». Книга вышла недавно, к сожалению, пока только в электронном виде. При желании ее можно скачать на сайте Абхазской электронной библиотеки. Выбор хронологических рамок обусловлен двумя факторами. Во-первых, Гудаута, как и Сухум, была разрушена в ходе последней русско-турецкой войны 1877-1878 годов. И во-вторых, именно с последней четверти XIX века появляются первые достоверные данные о населении города, поскольку именно в этот период Абхазия была введена в поле централизованной российской статистики. С конца XIX столетия и вплоть до конца 1970-х годов этнодемографические реалии Гудауты были таковыми, что можно с полной уверенностью говорить о том, что город был абхазским не этнически, а только в политико-административном плане. Однако и последнее утверждение верно лишь отчасти, учитывая то место, которое занимала Абхазская автономная Советская Социалистическая Республика в сложной и многоуровневой иерархии национально-государственного устройства Советского Союза. Если же говорить о сталинско-бериевском периоде, то Абхазия де-факто была лишена всякой автономии. Вопреки довольно распространенным стереотипам, Гудаута до позднесоветского периода, до 70-х, 80-х годов, оставалась этнически преимущественно не абхазским городом. В рассматриваемый период может быть выделено три основных этапа этнодемографической истории Гудауты. Первый этап – это формирование полиэтничной или многонациональной структуры населения города. Этот этап продлился с конца XIX века и вплоть до конца 1970-х годов. Второй этап, на котором Гудаута приобретает относительное абхазское этническое большинство, встав на путь демографической коренизации. Этот этап самый короткий, он продлился с конца 70-х годов и до 1992 года, то есть до начала Отечественной войны народа Абхазии. И третий этап, на котором Гудаута становится этнически абхазским городом, начался в 1992 году с момента начала войны и продолжается до сих пор. И теперь кратко рассмотрим каждый из этих трех этапов. Итак, первый этап, как мы уже сказали, продлился с конца XIX века до конца 70-х годов XX века. Это самый продолжительный из трех выделенных этапов. Небольшая предыстория. В эпоху генуэзской колонизации Черноморского побережья Кавказа в XIII-XV веках среди множества торговых факторий, основанных итальянцами, числилась и Каво-ди-Буксо, располагавшаяся в районе нынешней Гудауты. С уходом генуэзцев из Абхазии постоянное поселение в районе Гудаутской бухты прекращает свое существование, вновь возникая лишь в XIX столетии с приходом России на Кавказ. И именно поэтому точкой отсчета современной этнодемографической истории города мы выбрали конец XIX века. В отличие от Сухума, чья реновация после русско-турецкой войны 1877-1878 годов осуществлялась довольно оперативно, население Гудауты на рубеже 19-20 столетий росло более скромными темпами. Существенный скачок численности населения пришелся на годы, предшествовавшие началу Первой мировой войны. В условиях, когда большая часть этнически абхазского населения была вынуждена покинуть родину, а оставшимся абхазам, за редким исключением, запрещалось селиться в городских поселениях, в период, когда Российская империя проводила политику демографической колонизации Черноморского побережья, Гудаута стала формироваться как полиэтничный или многонациональный городской центр. Изначально при преобладании турецкого, картвельского, армянского, славянского и греческого компонентов. Слобода Гудаута
изначально возникла на правом берегу реки Гудоу, в прибрежной части Лыхнинской сельской общины. В 1893 году население города, тогда еще Слободы, составляло 223 человека. Причем ни один из народов не составлял абсолютного большинства. Первые полноценные статистические сведения об этническом составе населения Гудауты относятся к 1906 году и содержатся в Кавказском календаре на 1908 год. Согласно этому источнику, численность населения Гудауты составляла 1981 человек, из которых лишь 5% были абхазами, 32% были представителями картвельских народов, еще 32% турками, среди которых было немало лазов, потому что они в тот период не всегда учитывались отдельно, поскольку были в основном выходцами из Турции, с территории Османской империи. 11% были армянами, 8% русскими, 7% греками, 1,5% персами и 4% представляли представители других этносов. В 1911 году население Гудауты возросло до 3516 человек, а численно преобладающим этносом теперь стали русские. Таким образом, в период с 1906 по 1911 годы произошло практически двукратное увеличение численности населения Гудауты, сопровождавшееся также кардинальной перекройкой этнической структуры. В 1914 году, непосредственно перед началом Первой мировой войны, население Гудауты уже составляло 5060 человек. Рост населения Гудауты в начале 20 века сопровождался расширением территории местечка за счет земель Лыхнинской сельской общины, что вызывало недовольство жителей последней. Так, Георгий Алексеевич Дзария пишет: лыхнинские крестьяне выступали против стремления царских властей безвозмездно включить в черту надела местечка Гудауты близлежащие их земли. Гудаута была советизирована 26 февраля 1921 года вслед за отступлением грузинской армии в восточном направлении и бегством местной оккупационной администрации вместе с городским головой Надаришвили. Председателем Гудаутского уездного ревкома был назначен уроженец села Калдахуара Засим Бения. Вскоре после советизации Абхазии в 1922 году была проведена первая перепись городского населения. Согласно итогам переписи, в Гудауте проживали 2843 человека, в том числе 7% абхазов. Как видим, доля абхазского населения выросла не сильно. 25% русских, 25% греков, 22% грузин, 11% армян и 11% представителей других этносов. В самом начале 20 века крупнейшими группами в населении Гудауты были картвелы и турки, непродолжительный период формировавшие основу этнического каркаса местечка. В 1906 году был отмечен максимальный удельный вес обеих этих групп в населении Гудауты за весь рассматриваемый в настоящей лекции период. Турецкая и картвельская общины Гудауты были представлены преимущественно временно проживавшими здесь трудовыми мигрантами, причем подавляющее большинство турок являлось гражданами Османской империи. В дальнейшем доля картвельского населения Гудауты уже никогда не достигнет столь высоких показателей, а турки вскоре и вовсе перестанут быть одним из основных структурных компонентов ее этнической композиции. Последнее было связано с тем, что началась Первая мировая война, в которой Россия и Турция оказались противниками, что предопределило реэмиграцию, то есть возвращение на родину турецкой общины Гудауты. В начале советского периода, когда численность жителей Гудауты еще была незначительной, уже вырисовываются общие контуры этнодемографической композиции ее населения. Основные этнические группы, которые будут составлять большую часть населения города на протяжении XX века, уже отчетливо видны в общей структуре. Исключения по указанным высшим причинам составляют пока сами абхазы.
Этнический состав населения Гудауты к 20-м годам подвергся существенным изменениям, вызванным в первую очередь прибытием сюда значительного количества греческих беженцев из Турции. Их прибытие сопровождалось параллельным оттоком в Турцию турецкого населения. В указанный период существенно выросло также русское население, в меньшей степени абхазское и армянское. После снятия так называемой виновности с абхазов в 1907 году в Гудауте начинает появляться абхазское население, однако пока оно крайне немногочисленно. Его удельный вес в населении местечка также довольно низок. В дальнейшем абсолютная численность и доля абхазов в Гудауте будут расти. По данным первой всеобщей переписи населения Советского Союза 1926 года, население Гудауты, которое как раз получило городской статус в этом году, составляло 3601 человек. Из них абхазский язык признали родным 11% населения, русский и украинский языки совокупно 32%, картвельские языки 21%, греческий язык 19%, армянский язык 8%, турецкий язык 4% и остальные языки 5% населения. По итогам текущего учета населения 1932 года население Гудауты составляло уже 5108 человек. Этнический состав выглядел следующим образом. Абхазы 18%, русские и украинцы 41%, греки 17%, грузины 11%, армяне 8% и представители других народов 5%. Таким образом, мы видим, что за шестилетний период с 1926 по 1932 годы численность населения Гудауты выросла на 42%. Этот непродолжительный период, тем не менее, отчетливо зафиксировал зарождение двух тенденций, определивших вектор этнодемографического развития Гудауты на все последующие десятилетия. И если бы не последовавшая со второй половины 1930-х годов политика всесторонней грузинизации Абхазии, имевшая в своем арсенале и демографический компонент, то эти тенденции в дальнейшем проявились бы еще более отчетливо. Итак, что это за тенденции? Суть первой тенденции сводится к началу активной урбанизации бзыбских абхазов, центром которой закономерно становится Гудаута. Этот процесс во всей его полноте раскроется лишь в последние десятилетия советской власти, когда падут административные барьеры, до того сковывавшие пространственную мобильность абхазского сельского населения. К этим барьерам относится как политика грузинских властей сталинско-бериевского периода, ограничивавшая возможности урбанизации абхазского населения, так и общесоюзная политика по ограничению свободы выбора места жительства у колхозного крестьянства, прекратившаяся только к середине 70-х годов в связи с введением всеобщей паспортизации. Вторая тенденция заключается в депопуляции, то есть сокращении численности картвельского населения Гудауты в период с 1926 по 1932 годы. Последняя тенденция резко вычленяет Гудауту из числа других городских поселений Абхазии, поскольку в каждом из них в течение почти всего советского периода отмечался постоянный рост численности и доли грузинского населения. Эта гудаутская тенденция была временно прервана лишь вследствие ассимиляционной политики грузинского руководства в сталинско-бериевский период. Как известно, неотъемлемой частью этой политики был аспект демографической колонизации Абхазии выходцами из Западной Грузии. Однако впоследствии, уже с 70-х годов, тенденция демографической дегрузинизации Гудауты проявилась вновь. Объяснение обозначившихся в указанный период времени тенденций видится нам в особенностях экономико-географического положения города. Во-первых, являясь не только административным центром Гудаутского района, но и географическим центром ареала компактного расселения абхазов, бзыбских абхазов, Гудаута смогла взять на себя роль безусловного лидера в ходе урбанизации этой абхазской этнографической группы в советский период. В случае же с абжуйцами роль урбанизационного центра распределили между собой Ткварчал, Сухум и в гораздо меньшей степени административный центр Абжуйской Абхазии, города Чимчира.
поскольку вектор этнодемографического развития Чимчиры в советское время определялся мингрельской этнической доминантой. Во-вторых, уровень демографической грузинизации Бзыбской Абхазии в целом в течение всего XX века был гораздо ниже аналогичного показателя в других районах Абхазии, в частности в Абжуйской Абхазии. Все это, действуя в связке с первым фактором, накладывало отпечаток на ограничение возможностей по демографической грузинизации Гудауты. В-третьих, Гудаута, будучи периферийным райцентром в сравнении со столичным Сухумом или отчетливо курортной Гагрой, не являлась самым привлекательным городом для грузинских мигрантов. Периферийность же городов Восточной Абхазии в данном ключе компенсировалась тем, что в них уже имелось грузинское этническое большинство. Речь касается Чимчиры и Гала. Таким образом, поэтапное превращение Гудауты в этнический абхазский город при наличии двух волн депопуляции грузинского населения было предопределено совокупным действием трех вышеописанных факторов. По данным переписи населения 1939 года, население Гудауты составляло уже 7056 человек. Доля абхазов в населении города увеличилась до 16%. Доля восточнославянских народов, русских, украинцев и белорусов, составляла 41%. Вторым по численности этносом Гудауты после восточных славян были греки, они составляли 17%. Грузины в Гудауте в 1939 году сохраняют за собой четвертое место по доле в этнической структуре населения – 15%. Однако их численность с 1932 года увеличивается. Армяне в 1939 году составляли 8%. Помимо этого в Гудауте проживали также турки, евреи, персы, немцы, поляки, лезгины, татары и представители очень многих других этносов. Этнодемографические сдвиги, произошедшие в Гудауте в период с 1932 по 1939 год, являются следствием начала политики национальной гомогенизации, то есть стремление к установлению однородности этнического состава Грузии в сталинско-бериевский период. Поэтапное понижение политического статуса Абхазии, убийство Нестора Лакоба, начало политических репрессий и последовавшая за ними всесторонняя грузинизация Абхазии непосредственно отразились и на динамике этнических процессов, как в Абхазии в целом, так и в отдельных ее районах и населенных пунктах. По данным переписи 1959 года, численность населения Гудауты составляла уже 13 019 человек. Доля абхазов была 19%, русских и украинцев 46%. Таким образом, восточнославянская община не только продолжала оставаться доминирующей группой, но и достигла исторически зафиксированного максимума по доле в общей структуре населения. Этот факт отличает Гудауту от Сухума, где пиковые показатели удельного веса славянского населения были отмечены в 1939 году. В 1959 году грузины составляли 15% населения Гудауты, армяне 13%, греки 2% и представители других народов 4%. В 20-летний период между переписями 1939 и 1959 годов обозначилось несколько новых тенденций в векторе этнодемографического развития Гудауты. Так обращает на себя внимание резкая депопуляция греческого населения города, занимавшего до депортации 1949 года вторую позицию. В Абхазию из мест депортации вернется лишь малая часть греков. Абхазское население Гудауты в обозначенный период выросло на 130%, что обозначило отчетливую тенденцию активной урбанизации бзыбских абхазов, пиковые показатели которой придутся на поздний советский период. Впервые с конца XIX века абхазы становятся вторым по численности этносом города. Прирост русского и украинского населения Гудауты также опережал среднегородские показатели и составил в тот период 111%. По данным переписи 1970 года, население Гудауты составляло 13 241 человек, в том числе 27% абхазы, 38% представители восточнославянских народов, 15% грузины,
13% армяне и 4% греки. Данные переписи 70-го года демонстрируют ряд этнодемографических тенденций, наметившихся в Гудауте с конца 50-х годов. Абхазское население продолжает активно расти вследствие миграции жителей из сельской местности Гудаутского района. Однако абхазы пока еще остаются вторым по численности и удельному весу этносом Гудауты. Восточнославянское население, продолжая оставаться доминирующей стратой в пестрой этнодемографической палитре города, входит в фазу депопуляции, которая теперь уже будет носить необратимый характер. Более позднее, по сравнению с Сухумом, проявление первых признаков демографической деславянизации, то есть сокращения численности и доли славян, в Гудауте вызвано как существенно менее активной инфильтрацией картвельского населения в сталинско-бериевский период, так и общими закономерностями этнодемографического развития городских поселений Западной Абхазии. В первой половине 20-го столетия в формировании этнического ландшафта городов Абхазии отчетливо просматривались признаки географического детерминизма. Так, во всех городах Западной Абхазии численно доминировало восточнославянское население, в то время как в городах Восточной Абхазии большинство составляли картвелы. Исключение составлял только город Кварчал, вектор этнодемографического развития которого на раннем этапе сильно отличался от процессов, протекавших в остальных городах Восточной Абхазии, что было связано с самой историей его возникновения, как шахтерского города. Таким образом, факт наличия славянской доминанты на раннем этапе развития Гудауты предопределил временной сдвиг депопуляции славянского населения города. У грузинской общины Гудауты в период между переписями 59 и 70 годов наблюдается отчетливая стагнация численности и удельного веса. Тоже справедливо и для армянского населения города. Подытоживая, можно отметить, что трансформации этнической структуры населения Гудауты в период между переписями 59 и 70 годов были обусловлены двумя разнонаправленными процессами. Во-первых, урбанизацией сельского населения Бзыбской Абхазии, вызвавшая опережающий прирост коренного населения административного центра Гудаутского района. Во-вторых, началом процесса депопуляции славянского населения, по-прежнему остававшегося самой многочисленной группой города. Первый этап этнодемографической истории Гудауты, обозначенный нами как формирование полиэтничной структуры населения города, продлился с конца XIX века вплоть до 70-х годов XX века. На завершающей фазе первого этапа этнодемографической истории Гудауты ее этнический ландшафт был отчетливо полиморфным, то есть многосоставным, состоящим из 4 более-менее соразмерных структурных компонентов – абхазского, восточнославянского, картвельского и армянского. Демографический потенциал пятого, греческого компонента, делившего со славянским роль базового на ранней стадии демографического развития города, был подорван в конце 40-х годов в связи с депортацией греческого населения из Абхазии. Перейдем к рассмотрению второго этапа, который мы обозначили как демографическая коренизация Гудауты. В 1970-е годы траектория этнодемографического развития Гудауты выходит на качественно новый этап, хотя фундамент этих подвижек был заложен несколькими десятилетиями ранее. Непродолжительный период с конца 1970-х годов до 1992 года выделен в самостоятельный этап этнодемографической истории города, обозначенный нами как демографическая коренизация Гудауты, поскольку динамика этнической структуры населения в рассматриваемое время имела ярко выраженный транзитный характер. Этнодемографические процессы в обозначенный отрезок времени демонстрируют транзит от полиэтничности раннесоветской и сталинско-бериевской эпох к признакам отчетливой абхазской моноэтничности послевоенного времени. Таким образом, термин «демографическая коренизация» видится нам вполне уместным для обозначения транзитного этапа этнодемографической истории Гудауты. Этот период хронологически охватил преимущественно 1980-е годы и явился фундаментом для превращения Гудауты в один из центров, наряду со столицей, Абхазского национально-освободительного движения и предопределил ту особую роль, которую взял на себя город в сложнейший период новейшей истории страны в 1992-1993 годах, когда Гудаута фактически стала военной столицей Абхазии.
Успешная оборона блокадного Тхварчала также стала возможной в первую очередь благодаря тому, что промышленная столица Абхазии, как и Гудаута, в 80-е годы находилась в транзитной фазе своей этнодемографической истории. Демографическая коренизация в 70-е годы отмечалась во многих национальных окраинах Советского Союза, не только за пределами РСФСР, но и в некоторых российских автономиях, особенно на Северном Кавказе. В Абхазии же, в отличие от большинства других союзных республик и автономий, демографическую коренизацию городских центров, которая могла бы быть запущена в условиях наметившейся депопуляции славянского населения, тормозила встречная демографическая грузинизация. Именно поэтому в позднесоветский период, несмотря на рост численности и доли абхазского населения, этап коренизации так и не был отмечен в Сухуми, поскольку абсолютные показатели роста картвельского населения перекрывали аналогичные показатели у абхазского населения. Демографическая коренизация в пределах Абхазии была характерна только для Гудауты и Тхварчала. По итогам переписи населения 1979 года население Гудауты составляло 13 053 человека. Доля абхазов впервые с конца XIX века повысилась до 37%. И абхазы стали крупнейшей этнической группой в населении города, первой по численности. Второе место теперь занимали русские и украинцы, чья совокупная доля составляла 30%. На третьем месте продолжали оставаться грузины с 15%, за ними следовали армяне и греки. Межпереписной период 1970-1979 годов, ознаменовавшийся переходом Гудауты на второй этап этнодемографического развития, впервые в новой истории города был отмечен общим, хотя и незначительным, сокращением численности населения. Этот процесс явился следствием депопуляции представителей большинства нетитульных этносов Гудауты, которая не была полностью компенсирована продолжающейся урбанизацией сельского населения Гудаутского района. В 80-е годы Гудаута стремительно приобретает отчетливую абхазскую этническую доминанту. Этот процесс активизируется вследствие нарастающей урбанизации сельского населения Гудаутского района и попутного сокращения численности всех остальных групп города. Общая численность населения Гудауты по переписи 1989 года составляла 14 864 человека. Этнический состав выглядел следующим образом. Абхазы составляли 48%, русские 21%, грузины 13% и представители остальных народов 18%. К завершению второго этапа своей этнодемографической истории Гудаута подошла к городам с пока еще не абсолютной, но уже отчетливо выраженной абхазской этнической доминантой. Как мы отметили, абхазы составляли 48% населения города. Устойчивые депопуляционные тенденции у всех нетитульных общин города также способствовали ускоренному росту удельного веса абхазского населения. Если бы общий вектор этнодемографических процессов в Гудауте в 80-х, начале 90-х годов не был бы форсирован такими геополитическими событиями, как распад Советского Союза, последовавшая за ним Отечественная война народа Абхазии, то, по всей вероятности, переход от транзитного этапа коренизации к оформлению устойчивой абхазской моноэтничности растянулся бы во времени еще как минимум на несколько десятилетий. Однако оправданность подобных построений, отсылающих к возможному ходу развития событий в условиях альтернативной историко-политической реальности, конечно, сомнительна. Перейдем к рассмотрению третьего этапа этнодемографической истории Гудауты, на котором город становится практически полностью этнически абхазским. Как и в Сухуми, третий этап этнодемографической истории Гудауты связан с Отечественной войной народа Абхазии 92-93 годов. Однако здесь, в Гудауте, его начало было приурочено не к завершающей фазе военного противостояния, а наоборот, к началу боевых действий. Поскольку Гудаута, не будучи оккупированной войсками Госсовета Грузии, взяла на себя роль военной столицы Абхазии. Эта принципиальная разница в политической подконтрольности двух городов в период войны определила и диаметрально противоположный вектор протекавших в них этнодемографических процессов. Если в Сухуми был отмечен почти тотальный исход 15-тысячного абхазского населения после оккупации города в августе 1992 года, то в Гудауте, напротив, отмечалось увеличение численности и доли абхазов.
Увеличение численности абхазского населения Гудауты в военное время связано с тем, что город явился основным центром притяжения вынужденных переселенцев из Сухума и оккупированной части Абжуйской Абхазии, а до начала октября 1992 года также с территории Гагарского горсовета. Удельный вес абхазского населения Гудауты в рассматриваемый период вырос еще больше вследствие оттока представителей грузинской общины и значительной доли представителей остальных меньшинств города. Завершение войны запустило процесс резкой и бурной урбанизации абхазского этноса. Урбанизация в послевоенные десятилетия была столь динамичной, что абхазы из преимущественно сельского народа превратились в преимущественно городской. Массовая смена места жительства в долгосрочной перспективе обусловила и постепенную трансформацию многих элементов материальной и духовной культуры абхазского социума. Как известно, наиболее привлекательными городскими центрами для стремительно урбанизирующегося абхазского этноса в послевоенное время стали Сухум и Гагра. Не обошел стороной этот процесс и Гудауту, однако здесь он проявился двояко. С одной стороны, в Гудауте жилищный фонд, который пострадал во время войны, гораздо меньше, чем в большинстве других городов Абхазии. После завершения активной фазы военных действий на постоянной основе обосновалась часть вынужденных переселенцев, прежде всего из Сухума. Эта группа населения в значительной степени была представлена уроженцами Гудаутского района, в советское время переселившимися в столицу Абхазии. Помимо этого, в послевоенные годы в Гудауту продолжает переселяться сельское население Бзыбской Абхазии. Однако скромные количественные характеристики этого миграционного вектора не идут ни в какое сравнение с миграцией по линии Абжуйская Абхазия-Сухум. Эти тенденции в своей совокупности позволяют говорить об относительной территориальной устойчивости и сравнительной миграционной пассивности населения города Гудауты и Бзыбской Абхазии в целом в сравнении с населением Абжуйской Абхазии. Основная причина подобных различий кроется в оккупации значительной части Ачимчирского района и блокаде Ткварчала во время войны, которые вызвали тяжелые гуманитарные последствия, преодолеть которые населению Абжуйской Абхазии в полной мере не удается до сих пор. В послевоенное время в Абхазии был проведен учет населения 2003 года и всеобщая перепись населения 2011 года. По данным учета населения 2003 года, численность населения Гудауты составляла 7738 человек. Однако сведения по этническому составу населения Гудауты предоставляет только перепись 2011 года. По ее данным, общая численность населения Гудауты составляла 8514 человек, из которых абхазы составляли 82%, русские и украинцы 9%, армяне 3%, картвелы 3%, греки 0,6% и представители прочих народов около 2%. В настоящее время Гудаута представляет собой город с самой высокой долей этнически абхазского населения в стране, что, впрочем, было справедливо и для позднесоветского периода. Однако количественные показатели, пропорции изменились кардинально. Если в 1989 году абхазы составляли 48% населения города, то в 2011 уже 82%, то есть в 2 раза больше. Подведем основные итоги. Во-первых, обращает на себя внимание в целом достаточно стабильная доля грузинского населения в Гудауте на протяжении всего советского периода, что не было характерно для всех остальных городов Абхазии, где доля грузин постоянно росла. Причины этих тенденций мы подробно охарактеризовали. В начале 20 века турки были вторым по численности этносом Гудауты, однако в ходе Первой мировой войны большая часть турецкой общины покидает Гудауту. В раннесоветский период греческая община Гудауты была второй по численности в городе. Процент греческого населения поэтапно снижался в течение 20-40-х годов с 25% в 1922 году до 15% в 1939 году. После депортации 1949 года, несмотря на снятие с греков режима спецпоселения в хрущевский период, в период хрущевской оттепели, греческая община Гудауты уже не сумеет восстановить своих прежних демографических позиций. Восточнославянская община Гудауты на протяжении всего 20-го столетия в значительной мере определяла этнический ландшафт города. И ее
удельный вес достиг максимальных показателей к 1959 году. Он составлял 46%. Однако с 1960-х годов наметилась тенденция активной депопуляции русского населения Гудауты, сопровождавшаяся параллельным ростом численности и удельного веса абхазов. Последний процесс с разной степенью интенсивности протекал на протяжении всего советского периода, наиболее активизировавшись в 70-е и 80-е годы, когда Гудаута встала на путь демографической коренизации. Как и в Сухуми, достаточно стабильным на протяжении всего советского периода в Гудауте остается удельный вес армянского населения. Отчетливо выраженной предстает граница между вторым и третьим этапами этнодемографической истории города, ознаменовавшая кардинальные изменения вектора этнодемографического развития Гудауты во время и после окончания Отечественной войны народа Абхазии. Как мы уже знаем, резко снизилась численность и удельный вес всех этнических меньшинств, и столь же резко увеличилась доля и численность абхазского населения. Спасибо за внимание.